хотим с вами вместе изучить эти принципы. Впервые в рамках Петербургского международного экономического форума об этих принципах говорил в этом году Владимир Владимирович Путин. Мы изучаем их уже неделю, Марат изучает их больше, изучают наши руководители. Поэтому мы решили вынести на стратегическую сессию именно эту сетку и хотим услышать от вас ваши предложения, ваши идеи, ваше мнение. Обязательно придерживаемся, пожалуйста, и пытаемся именно через эту призму татарских ценностей, культур, идентичности вносить предложения по развитию российской экономики. Сначала мы поработаем индивидуально в тишине. Да? Я вам скажу, сколько времени и что мы будем делать. Потом мы объединимся в маленькие группы и проверим свои теории и идеи, да, в маленькой группе со своими коллегами, которые сидят рядом. Затем мы обратимся к нашему столу и вместе с большой группой за каждым столом, где-то больше людей, где-то меньше, я смотрю, но мы будем вырабатывать совместное решение в команде. Это отличный повод, да, посмотреть, кто в вашей команде, почему эти люди сели за ваш стол, да, все ведь не случайно, да, повзаимодействовать. Татарских предпринимательских сообществ я могу сказать, что вот постоянно проводятся встречи, общение. Вот это положительно, да. Между собой общаются, каналы сбыта они находят, помощь друг другу оказывают. Вот это я бы указал, что это с положительной стороны. Скажите, пожалуйста, насколько вам интересен вот такой вот формат форума? Ну, во-первых, мы здесь встречаемся с предпринимателями с разных регионов. Это, во-первых, общение. Во-вторых, встречи, наладим какие-то контакты. Не только вот по, допустим, по поводу сбыта своей продукции, по поводу вот, объединяем наших предпринимателей, мы туда можем съездить, посмотреть у коллег, как оно у них получается, принимаем их опыт, делимся с опытом у себя, как это все получается. Поэтому, я думаю, очень полезные, очень нужные вот такие встречи. Особенно вот у татарских предпринимателей это часто проходит. Вот в Казани обычно в год 2 раза собираются на форумы, на деловые вот, форумы. Вот поэтому оно очень востребовано, я думаю. Мы уже очень давно проводим вот этот форум «Деловые партнеры Татарстана», и вот впервые в этом году решили совместно проводить с торгово-промышленной палатой. Мы всегда брали окрас национальности, то есть мы татары, бизнесмены, вот татарская, а торгово-промышленная палата мы немножко развернули в сторону бизнеса. И все кейсы, подготовки, работа, значит, идет по их технологиям. В то же время миссия Всемирного конгресса татар – это по вертикали. Мы приглашаем всех наших бизнесменов, руководителей и частный бизнес, и в то же время, развивая, поддерживая с точки зрения развития бизнеса, мы еще говорим «без татарлар, им брече». То есть мы татары, и вот сегодня, которые все здесь собрались, это национальный признак татара. Гордись за то, что ты татарин,
значит, воспитывай своих детей, будь благодарным к старшему поколению, но и в то же время говорим, раз бизнесмен татарин, значит, ты рядом с нашей автономией, и некоторые вопросы, связанные с татарской деятельностью, где-то сабантуй, где-то детский сад, где-то у нас всегда есть табош доход. Иногда вот если мы с доходом делимся и оказываем поддержку, это вообще шикарно. У нас некоторые руководители автономии, они бизнесмены от своего, от других ведут. Я хотел бы вот все-таки уточнить. Вижу, что четко прорабатывается вопрос, мы в правильном направлении? Есть отличия? Или мы еще потом, завтра, когда будем прощаться, еще попросим оценить, значит, и дать уже свои рекомендации на следующий год, на что надо обращать внимание, где глубже копать надо, где шире, на что. И мы же, как с точки зрения Конгресса и правительства, имеем больше возможностей, даже в какой-то степени ликбез. Это на сегодняшний день, раз мы какие-то, наверное, полномочия передаем торгово-промышленной палаты, значит, общественная организация Конгресс должна создать определенные техусловия, что же она хочет видеть, в каком составе и какое количество качественных показателей. Во-первых, должно быть четкое разграничение по объему капитала, который люди участвуют. Хотим или не хотим, чтобы у нас, когда вот знакомство происходит, мы видим, есть оборот 5 миллионов, есть оборот 1,5 миллиарда, и они в разных, в принципе, понимании того процесса, который происходит. Второе, возрастной, конечно, процесс. Мы понимаем, что на сегодняшний день старшее поколение, младшее поколение, все равно есть определенный разрыв в восприятии, тоже какая-то активная фаза у любой личности есть, и эту активную фазу мы, татарские предприниматели, должны собирать. Третий вопрос, который мы считаем очень важный, нужный, мы знаем, что закон Паретто, это 20% усилий, 80% результата. Также мы должны здесь, соответственно, собрать 20% самых активных бизнесменов России, татар, и чтобы они сработали, эффект дали максимальный 80% результата. То есть мы должны выстроить вот эти горизонтальные связи, понимая о том, это возрастные, ментальные, значит, соотношения, да, это финансовые, соответственно, возможности участвовать, принимать участие. Я знаю, что есть бизнесмены, которые, возможно, и захотят вложиться собственными ресурсами для того, чтобы это прошло на достаточно высоком уровне. Ну и торгово-промышленная палата, это все равно владеет всей законодательной информационной базой. А здесь собрались люди, которые, на самом деле, кто-то что-то понимает, кто-то не понимает. Ну вот тот формат знакомства, во-первых, квесты, третье, обсуждение вопроса дает хороший, колоссальный эффект. Я вижу даже, как глаза загораются тех людей, которые впервые в этом участвуют. Это мое мнение. Можно я тоже минуточку одну добавлю? Вообще, я сегодняшнюю табличку, когда посмотрел, где Татарстан там на 5-м, на 6-м, на 3-м, это говорит о том, что я давно уже наблюдаю, так как этнический татарин, когда-то работал. Я надеюсь, вы получили обратную связь. Открытость бизнеса, открытость власти позволяет двигаться региону, субъекту федерации вперед. Где это все закрыто, где подковерно делается. Есть у нас субъекты, где это взять, допустим, выиграть какой-то тендер на строительство какого-то там стадиона или какого-нибудь объекта социального или еще. Я не знаю, там всегда свои. Я думаю, что в Татарстане это проходит на самом деле более-менее правильно и открыто. Это большой комплимент, кстати, и президенту, да, вот. Поэтому, а где все это закрыто? Почему Турция, почему Америка, почему Европа, вот государственно-частное партнерство, инфраструктурные объекты? Потому что у них все открыто. Я был в Турции, был в Германии, стажировался, там везде. Я прошел, там у них все проходит открыто, все видят. У кого какие деньги, он вывешивает. Есть у тебя инвестиции, ты готов это взять, все. Понимаете, там никто не ставит из кармана, из-под полов деньги для того, чтобы какой-то проект совершить. Вот, говоря про предложение и Рената Фандееваш, чтобы вот режим ожидания и действительность была, мы, конечно, заранее до этой площадки должны друг другу искренние пожелания сказать и по возрасту, и объем финансирования, куда хотелось бы участвовать, какие еще новые направления могут, с кем бы хотел бы я встретиться, чтобы люди сюда приезжали готовые. И 500 тысяч, у которого есть, и 500 миллионов евро, тоже, которые приходят вот на одной площадке, да, как в свое время в Каннах было. Там и миллионер, и простой зарплата, они ходят по одной улице, наблюдают за одним воздухом, дышат. И здесь то же самое. Я уже заранее приезжаю, у меня каждый час, как у бизнесмена, как у татарина, расписано. Я вот здесь буду, здесь буду, здесь буду. Ну и, само собой, если это успешный человек, у каждого есть,
ну, некий свой рецепт, пожелание поделиться, найти друзей. И потом же, когда я сказал татарин, вот самый хороший пример, который я всегда привожу, это Владивосток. Когда 12 ночи у нашего татарского руководителя автономии телефон звонит, он поднимает трубку, там непонятный номер, как всегда неизвестный, а он говорит на татарском: мне дали ваш телефон и сказали, что вы главный татарин. Рамиль говорит: да, я здесь главный. Вы знаете, я откуда-то приехал, у меня в Владивостоке машина сломалась. Помогите, пожалуйста, отремонтировать. Он говорит: где находишься? Он встал, друзей поднял, до утра машину отремонтировали, он дальше уехал. Никакого бизнес-вопроса, никакой религии. Татарин нашел татарина, татарин помог. Не отказал, не сказал: хорошо, я сплю в 7 утра, встал. То есть, если мы даже сможем, как татары, найти себе новых друзей, к которым можно поехать с семьями, гордиться вместе, вот такие вопросы решать, уже в какой-то степени миссия выполнена. Если этот татарин, он еще успешный, с точки зрения бизнеса, государственной, муниципальной службы, для нас это еще больше вызывает гордости. Поэтому задача только так. Сегодня в Татарстане есть хозяйство, где по 12 тысяч коров имеют, дойных коров. У них нет ни одного гектара земли. Они покупают готовый корм на 35 литров, на 30 литров, на 28 литров. Появились другие бизнесмены, которые готовят этот рацион и им продают. То есть мы же раньше говорили: как же полуприлавок, если у меня корова есть, как же так? Я должен сам вырасти. Они говорят: мне не надо, у меня технологический процесс. У меня корова заканчивается по отмостку. Остальное дайте мне еду. И вот они поставляют, бизнес пошел. И эти начинают только работать на комбинированное питание для животных. Тоже вот все ищут, работают, и поэтому новые технологии, подходы. Я благодарен торгово-промышленной палате, значит, его руководителю, всей команде, потому что Шамиль Афандимлян, когда мы первично начали разговаривать, ежегодно Всемирный конгресс татар проводит деловые партнеры Татарстана. Biz hani her vakitte de ana kongres yağından qaraytırgan, tatarlık yağından. Ayda kelingіз, жыйылабыз, сөйләшәбез, безнең районнарны карыйбыз, авылларны карыйбыз, эшмәкәрләр белән очрашырсыз дип, безгә бизнес. Мы всегда рассчитывали, что вы между собой будете общаться по горизонтали и сами должны ответить на те вопросы, за которыми вы приехали. И Шамиль Рахмилович, давайте-ка немножко перевернем. Раз бизнес собирается, значит, пусть мы дадим свои стандарты, которые проводятся торгово-промышленной палатой. Начиная от уже прибытия сюда, опросили кто, сколько, как, где, что. И вот в этих форматах начали работать. Для нас, я вот искренне говорю, завтра будет пленарное заседание. Вот Всемирный конгресс татар, приглашаю вас, уважаемые руководители, бизнесмены, начинающие, не начинающие, вот даже обсуждали, если даже ты начал работать самозанятым, нам это уже интересно, потому что ты человек неравнодушный, ты хочешь себя реализовать вот в этом направлении. И до миллиарда выручек, они тоже нам одинаково. И все мы сидим за одним столом. Потому что безде берләштерә милләт, без татар балалары, татар милләтләре. Һәрбер татар кешесе бәхетле һәм сыйфатлы һәм үсә торган кеше булса, безнең милләт тә шулай була. И вот наша задача всех вас пригласить по линии Конгресса, объединить, посмотреть, показать самые лучшие практики. Вот это общение, знакомство по территориям тоже дает нам такую сетку уважения. Вот иногда думаешь, куда бы мне поехать, открыл сотовый телефон, мы уже находим себе братьев, сестер, с которыми потом приятно даже в личном вопросе общаться. И еще немаловажный, конечно, фактор, когда вот мы говорим о таких вещах, и вертикаль, и горизонталь, нам очень важно, чтобы мы, работая, созидая,
оставались татарами, ряд руководителей у вас, и руководитель автономии, и бизнесмен в одном лице, а где-то просто бизнесмен, руководитель автономии, где-то друг, всегда поддерживали наше татарское движение. Почему меняем формат? Очень много сейчас появляется молодых людей, успешных, у которых время, каждая минута, каждый час на счету. И они говорят, если надо в Казань приехать, покушать, в концерты сходить и пожить за ваши деньги, мы уже из этого состояния вышли. Мы хотим, чтобы каждый час, который есть, он был эффективным для нас. И поэтому, конечно, важно, чтобы, зная ваши пожелания, зная ваши требования, мы следующий форум, Алла Берса, у нас будет следующий форум, мы к нему должны более ответственно подойти, чтобы и вы, и мы каждый раз по одной ступеньке, а где-то же по две, по три ступеньки могли выше пройти.